Вердикт суда услышал сегодня 39-летний Марат Сабиров, обвиняемый в смертельном наезде на 42-летнюю женщину на улице Мира в Дербышках в ноябре минувшего года. Ему грозило до 12 лет лишения свободы. Мужчина отказался от медицинского освидетельствования, хотя, как уверяет, был совершенно трезв. Почему и каково было решение Фемида, знает Нафиса Минязова. Очень много трав случилось. Скончался и сказали, что она в морге. О том, что ее единственная дочь погибла, женщина узнала от полицейских утром 12 ноября, спустя 12 часов после наезда. Она рассказала, что накануне трагедии видела дочь, когда она провожала ее с внучкой в больницу. Затем, говорит, она ушла собирать картон и цветной металл, жила только на доходы от сдачи второсырья. Работы не было, эти документы у нее украли, и паспорт, и трудовую, и СНИЛ. Она обычно картон стирала, металл. Поздним вечером женщина, видимо, возвращалась домой, но не дошла. Она решила перебежать дорогу по улице Мира в неположенном месте. Выскочила на дорогу из-за деревьев и тут же попала под колеса «Лады Калина». Травмы оказались несовместимыми с жизнью. В день трагедии водитель рассказал, почему не смог предотвратить наезд. Где-то по диагонали получается вот отсюда, потому что здесь открытая площадка, я бы увидел бы ее. Я ехал со скоростью маленькой, так, здесь я знаю, что впереди 40 км в час. Соответственно, я начал еще даже сбавлять скорость. Однако, согласно материалам уголовного дела, на том самом участке дороги, где произошла трагедия, скорость уже была ограничена 40 км в час. «Лада» же, как установили эксперты, двигалась в 2 раза быстрее. Потом водитель не спешил доказывать, что он трезв. Не выполнил законного требования о прохождении медицинского свидетельствования на состояние опьянения, что, согласно примечанию к статье 264 Уголовного кодекса Российской Федерации, приравнивается к нахождению лица в момент совершения деяния в состоянии опьянения. Именно поэтому мужчине может грозить вплоть до 12 лет лишения свободы. Однако на процессе подсудимый признался, что не сдавал анализы не потому, что был пьян, а так как боялся гнева жены. Переживал, что могут проявиться заболевания, связанные с супружеской неверностью. Мать же погибшей женщины, несмотря на потерю дочери, просит простить подсудимого. Появился у нас дома, покаялся, просил прощения, сказал, что полностью виновен, что будет помогать нашей семье. Пока ребенку младший 18 лет не исполнится, он будет материально нас обеспечивать. Младшей дочери погибшей женщины 9 лет, старшей 19. К слову, чуть более 2 недель назад ее приговорили к 4 годам лишения свободы условно, признав виновной в сбытии наркотических средств в составе преступного сообщества. Суд был к ней снисходительней из-за необходимости ухода за страдающей сахарным диабетом бабушкой. Сегодня в прениях гособвинитель просил приговорить Марата Сабирова к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима. Суд решил, что 5,5 лет лишения свободы условно и лишения водительского удостоверения на 2,5 года ему будет достаточно. Нафиса Минязова, Константин Бушуев, Вызов 112. Происшествия и аварии, трагедии, героизм спасателей и сила закона в программе «Вызов 112» на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.